Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Старинные турецкие гаремные гадания на песке для вас. Мои дорогие зрители, гости канала, давайте сегодня на песочке посмотрим такую тему. Срочные. Мои дорогие, давайте на песочке сегодня посмотрим такую тему. Срочные новости для вас. Если тема вам интересна, присоединяйтесь, посмотрите на песок, загадайте на себя, назовите свое имя, так и спросите, какие срочные новости идут, либо есть для меня. Надеюсь, вы настроились. Давайте будем смотреть. Попрошу я высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, самую нужную и самую полезную информацию. Давайте посмотрим, какие же срочные новости для вас идут. Срочные новости, срочные. Ух ты, как красиво. Так, ну давайте по порядочку, да. Новостей тут не так уж и много, но они действительно какие-то очень весомые. Во-первых, прежде всего, за вами кто-то следит. Вот он вышел глаз недобрый, глаз... Смотрите, либо глаз завистника, вот у кого-то отыграется глаз завистника, но тогда вам нужно булавочку срочно одевать на себя, потому что вот она, видите, булавочка вышла, прям вам песочек все четко говорит. Если вам кто-то завидует, если вы чувствуете, что в последнее время как-то дела не идут, планы как-то вот, знаете, вот в тартарары летят, вроде как все идете в правильном направлении, тут раз, не знаю, каблук сломала, ногу подвернула, там машина не завелась, кто-то где-то кого-то подвел, не доехал, не приехал. То есть, ну, сбои, да, сбои на вашем жизненном пути происходят. То же самое с любимым человеком. Вдруг, знаете, ни с того ни с сего, то болеет, то подставляют его, то что-то теряет, то все, да, вот как-то одно на другое накладывается. С детьми то же самое, да, дети почему-то становятся вообще неуправляемые, истеричные, прям все на них жалуются, там и в школе все жалуются, и там, например, кто там с детками вашими там время проводит, там, может быть, мама ваша сидит, присматривает, может, нянечка у вас есть, да, все вот что-то говорят, что вот дети вообще какие-то, ну, как сами не свои, да, становятся. Здесь идет с глаз, причем с глаз вот прям врага, понимаете, человек, который ненавидит, который желает вам зла. Булавочки, чистки, ладан, хорошо очень помогает от плохой энергетики. Попалите свечки, попалите ладан в доме. Попробуйте побороться с этой ситуацией и обязательно булавочки. Потому что булавочки очень хорошо на себя перенимают. Перенимают все эти нехорошие дела. Да? Металл очень хорошо защищает от негатива, и он имеет свойство впитывать негатив в себя. Дальше. У кого-то может отыграться как глаз ревнивого мужчины, ревнивого мужа. То есть, если вы в браке, в отношениях, вот ваш человек начал, ну, меняться и вести себя так не очень, да, агрессивничает в вашу сторону, какой-то холодный, стал отстраненный, может следить за вами ваш любимый человек. Причем следить, ну, конкретно, да, и телефон ваш перелопатить, и в вещах там поковыряться, там и в сумке, и там где-нибудь проследить ваш маршрут, там с дома на работу, с работы домой, с кем общалась, где общалась, да, вот прям такие прям придирки могут идти. Тут я вам такую вещь, подсказочку скажу, что вашему любимому человеку кто-то что-то наговорил. Причем наговорили с целью вас разлучить, разбить, рассорить, развести по сторонам. Поэтому знайте, что будет за вами ваш любимый следить, и ему, знаете, очень важно, вот прям, знаете как, вот хотел бы вас на горячем поймать, понимаете, вот что хотел бы. Его так обида мучает, что он так вас любит, а вы вот видите как. Но тут он вас в измене очень конкретно подозревает. В измене, либо, ну да, большинство, конечно, измена отыграется, а у кого-то может отыграться, что он подозревает, что вы из него там деньги тащите, да. Что-то прямо говорили, причем оговорила женщина близкая. Либо это ваша подруга такая, да, типа подруга, либо его, может быть, мама, да, то есть ваша там свекровь. Прям, знаете, такую грязь на вас вылили, что прям с пеной рта доказывали, какая вы плохая.
В общем, такая ситуация у вас есть. Вот это прям самое основное. Берегитесь этой ситуации, здесь нужно поработать. И если ревнует очень сильно, не давайте ему повода, а наоборот, да, на все его какие-то колкости и острости, да, реагируйте позитивно, положительно, с улыбкой. И каждый раз ему почаще говорите, что любите, что цените, что доверяете, что он у вас один единственный. Так, еще момент важный из такого прям срочного, острого, это какое-то вот событие в дороге, либо острый момент какой-то у вас в дороге идет. Вот вы куда-то едете, вы проедете короткий промежуток, либо короткое расстояние, и тут какой-то стоп будет, да, острый момент, и потом дальше вы едете. Тут либо штраф вам придется заплатить, либо пережить не очень приятное время, прям пободаться, подоказывать, что что-то было не так. А у кого-то может отыграться вот прям, ну, не дай бог, конечно, и пусть оно здесь в песке останется, но как кто-то попытается вас, ну, не знаю, как бы это мягко сказать, да, въехать, да, в вас кто-то попытается. Ну что тут, я не знаю более мягких слов. Вы же простите, да, но может быть такой инцидент. Это вот как утром идет, утро, раннее утро, может на работу будете ехать, может быть где-то вот какой-то момент. И, кстати, да, вот если вы публичным транспортом пользуетесь, здесь вы, во-первых, постарайтесь держаться покрепче, да, прям занимайте такие хорошие места, протискиваетесь, так скажем. И если свой транспорт, то, конечно, пристегивайтесь обязательно. Потому что вот прям утром что-то, вот только вот вы отъедете, там буквально там чуть-чуть совсем проедете, и вот ситуация. Ну, у кого-то штраф, да, какой-то вот прям на ровном месте, да, вот эти вот ДПСники появятся, там сразу прицепятся. А у кого-то, ну вот неприятность, да, вот что с какой-то, ну, как столкновение, понимаете, идет, может произойти. Тут фатального я не вижу, слава богу, ну вот как бы неприятно. Так, дальше смотрим. Дальше у вас человек руку протягивает, помогать вам хочет, либо знакомиться с вами хочет. Новое знакомство, либо какой-то новый помощник, либо человек, который будет предлагать свои услуги, идет в вашу жизнь. Человек неплохой, человек вроде такой, знаете, может и профессиональный, но у него над головой крест. Вот этот крест мне не нравится. То есть над этим человеком фатум висит. Либо человек какую-то роль в вашей жизни сыграет. То есть, как, знаете, как кармический учитель вам проходит он по судьбе. Либо, ну вот с этим человеком я бы, конечно, советовала не привязываться к этому человеку и не слишком сильно доверять. Если это касается профессиональных услуг, да, вам по судьбе встретиться с этим человеком, чтобы он вам оказал эти профессиональные услуги. Если дело касается долгосрочного какого-то общения, то нет, этот человек не подходит. Дальше. Есть кошелек, в котором дырка появилась. В прямом смысле слова может обнаружите, что у вас дырка в кошельке. А может быть, вы найдете, либо поймете, что у вас деньги из кошелька вот прям, ну, в каком-то таком направлении, да, не совсем для вас хорошем уходят. То есть какие-то траты вот ваши повседневные, пустые траты вдруг вот прям, ну, существенно ударят по кошельку. Я не могу понять, что это. То есть вы вот для себя вот прям, знаете, так сядете, головушку почешете и скажете, ну, извините, я так не могу, да, почему-то у меня столько денег стало уходить на то, что для меня всегда было там обычным. Ну, допустим, да, вот утрированный пример, вот что мне сейчас прям в голову пришло. Вы, например, курите, да, и, может быть, подорожание будете гореть, да, вы поймете, что очень много денег тратите. Либо вы, например, ну, любите, там, я не знаю, там у вас ритуал, да, перед работой, там, зайти в кофейню любимую, выпить чашечку кофе. И потом вы обнаружите, что вот чашечка там 3 раза подорожала с какой-то стати, да, и это уже бьет по вашему карману. Либо какая-то ваша там любимая вкусняшечка, да, подорожала. Либо вы там ребенку своему деньги давали, а ребенок говорит, мам, извините, у нас там булочки раньше были, там, я не знаю, по 100 рублей, а теперь они, извините, по 500 стали. Да? Как-то вот прям момент, когда задуматься придется, да? Может быть, даже что-то придется поменять, ну, в своих каких-то желаниях, да? В своих любимых
каких-то увлечениях, да, что-то вы будете делать, либо с кем-то вы будете делиться, и если в семье, да, может быть, будете как-то бюджет пересматривать. Кстати, вот кто в семье, кто сейчас в командировках, кто отсутствует временно, здесь может быть, знаете, такая ситуация, что человек ваш задержится. Вы ждете вот со дня на день, что вернется, будет звонок, будет какая-то долгая беседа, да, человек скажет, что я там задерживаюсь, что-то где-то отменили, переменили, либо по какой-то причине человек вынужден будет оставаться на том месте, где он есть. То есть как будто бы не выпускают, да, не разрешают человеку вот прям приехать. Хотя человек все уже там сделал, порешал, как-то вот закроют вашего человека, да, с кем на расстоянии. Так, еще вот у кого-то вот тоже с планами что-то не так пойдет. Вы планируете одно, либо вам обещают одно, и вы делаете план один, а по факту вы сталкиваетесь с тем, что все как-то вот идет как резиновое, да, что растягивается. Там обещают за день, а кажется, что за 3 дня. Вам говорят, что там за час, а будет там за 5 часов. То есть вот этот момент вы должны быть готовы. То есть время у вас начнет тянуться по каким-то причинам. Вот такой вот у вас такая аномалия, да, произойдет в жизни, что время начнет тянуться. То есть вас будут подводить, по-другому, если сказать, да, люди будут вас подводить, либо ситуации как-то будут искажать реальность. Так, для кого все будет хорошо? Ну, во-первых, для тех, кто недавно поженился, кто недавно встречается, общается, в интернете познакомился. Вот для тех, у кого любовь. Вот у вас все будет хорошо. Вы вот смотрите, вышли у меня такими большими фигурами, вот она ваша чаша любви. Все замечательно, вы друг друга любите, вы счастливы, вы друг другом дышите. Если какие-то там недомовки, размолвки и происходят, то это все, такое временное, да, все такое поверхностное. Вы тут поругались, тут же помирились, там зацеловались, заобнимались, и все у вас замечательно. Вот. Единственное, для тех, кто на расстоянии, здесь у вас, скорее всего, какой-то непростой будет на ровном месте, да, вот как-то непростой разговор случится, когда ваш любимый человек вам что-то, вот видите, кусочек себя откроет, видите, вот тут он дает, что-то, какую-то, может, правду про себя расскажет, что-то, вот какое-то признание вам сделает. Вы не просили, чтобы вам что-то рассказывали, там, объясняли, а вот человек сам по себе как будто бы это делает. Будет очень душевно и очень вам приятно от этого, да, вот вы как-то, хочется сказать, вы еще больше сблизитесь, да, вот больше коннект у вас появится с друг другом. Так, ну и для тех, кто, в принципе, одинок, кто в поисках был человека, вот у вас влюбленность идет, причем влюбленность, опять же таки, да, какая-то вот спонтанная, на ровном месте. Может быть, коллега, да, вы там вместе там 10 лет работали, с друг другом просто общались, а тут раз как-то солнышко там, да, посветило на вашего этого коллегу, вы на него посмотрели, либо на нее, а он там сидит как там ангелочек, да, и глаза светятся, и там аура какая-то вокруг него, то есть какими-то влюбленными глазами посмотрите. То есть какая-то вот неожиданная влюбленность идет. Либо сидели вы там годами на сайтах знакомств и никогда ничего там нормального не встречали. А тут на тебе, да, вот человек стучится к вам, и вам очень нравится, и как говорит, и как пишет, и как выглядит, все нравится, да, ваш человек. То есть идет момент романтика, влюбленности и ощущения бабочек в животе. Так, встречи с друзьями будут, куда без них, тут либо родственники, либо друзья. Причем будьте готовы к тому, что родственники могут подвести в какой-то момент, напроситься в гости и не прийти, либо прийти с опозданием с большим. То есть какой-то вот идет диссонанс, не ругайтесь, пожалуйста, это жизнь, ничего тут страшного нет. Вот мы можем, знаете, вот прям на тех, кого любим, особенно на родственников, позволить себе, да, поругаться, либо там высказывать. Не надо этого делать. Не надо, лучше порадуйтесь тому, что люди все-таки дошли до вас, да, и стали вашими гостями. Так, и важно на работе. Вот на работе, вот прям послушайте меня. Здесь хоть об стенку головой бейся. Какая-то ситуация, вот прям блокировки идет, да. Блокировка и все. Может быть, найти работу вы не можете. Может быть, на работе слишком много у вас обязанностей. Может быть, вас отправили на удаленку. Либо что-то вот происходит, что вы вот как будто бы в клетке себя ощущаете. Да? Выхода нет. Вот в самый такой темный момент
да, вот как вам покажется, темный момент, свет выключили, произойдет нечто необычное, что вас не то чтобы не огорчит, а очень сильно порадует. Что это будет, я не могу сказать. Я вижу, что человек чувствует себя счастливым, да, то есть как надежды не было, все было плохо, катастрофа, а потом раз в один момент сразу все приобретает смысл, цвет и значение. Что хочу еще сказать, у вас тут какое-то прям, я не знаю, достижение, что ли, какое-то идет. То ли вы начнете, либо вам будет начислена какая-то достаточно серьезная премия, либо вы получите оповещение, что зарплату вам поднимают, либо вы получите сообщение, что вы переходите на более высокую должность, либо вы получите приглашение в место на работу, да, куда вы, например, мечтали просто попасть. Да, не то, чтобы даже документы не просто мечтали бы работать в таком месте, либо на такой должности. Вот как-то неожиданно у вас произойдет. Так, мои дорогие, на этом все. Спасибо всем за внимание. Всем пока-пока.